На сколько секунд опоздали? Тамерлан, у нас прямой эфир. Расскажи, пожалуйста, что происходит. Мы можем идти вместе с ними. Да, вот только сейчас прибыли сотрудники военной прокуратуры для изъятия документов, бухгалтерских документов у предпринимателя Сейитбека Алмазбековича Атамбаева. То есть мы считаем это совершенно незаконно. Предприятие как называется? Автомашэнерго. Сейчас вот прибудут адвокаты. Прибыли представители военной прокуратуры в компанию Сейитбека Атамбаева, чтобы изъять бухгалтерские документы и опечатать, по всей видимости. Сейчас узнаем подробнее. Когда вы узнали о том, что они сейчас собираются сюда прибыть? Минут 20 назад. Вам заранее позвонили, да? Да. Звонили, сказали, что сейчас вот приедут, все будут изымать и так далее, и тому подобное. Что есть, имеются какие-то санкции и так далее. Но... А в связи с чем? В связи с уголовным делом в отношении Алмазбека Атамбаева, да? Да, но уже порядка где-то достаточное количество времени сюда прибывает огромное количество различных государственных органов с различными проверками. И насчет этого уже было подготовлено обращение, оно уже выпущено, обращение Атамбаева к бизнес-омбудсмену Кыргызской республики. Спасибо большое. Сейчас Сейит Атамбаев, по всей видимости, ждет своего адвоката, да? Да, он сейчас ждет своего адвоката и, соответственно, работников, которые должны будут ознакомиться с санкционирующими документами. Для тех, кто только присоединился к нашему прямому эфиру, мы сообщаем, что мы находимся на территории предприятия Сейитбека Атамбаева. Прибыли представители военной прокуратуры, чтобы изъять бухгалтерские документы. И, по всей видимости, Тамерлан идет об опечатывании, да, остановке предприятия, или сейчас такого нет вроде? Я пока такой информации не получал. Это нужно уточнить у сотрудников прокуратуры военной прокуратуры. Ну, сейчас они... Сейчас Сейит Атамбаев дожидается своего адвоката, чтобы в его присутствии зайти уже в офис Автомашэнерго. Сейчас что будет делать Сейитбек? Сейчас я договорю. Алло. О том, что военная прокуратура собирается приехать на Автомашэнерго, стало известно 20 минут назад. Это со слов Тамерлана Султанбекова. Вот когда вам, что здесь сейчас происходит вообще? Буквально полчаса тому назад позвонил следователь с военной прокуратуры. Он сказал, что у них есть все соответствующие документы и будут проводить якобы обыск. Обыск будут проводить? Якобы проводить обыск и изъятие каких-то документов. Ну, сейчас посмотрим, какие документы они будут забирать. Понятно. То есть заранее уведомить адвоката вам не получилось, потому что они позвонили вам 20 минут назад? Они позвонили сразу. Я только пришел на работу, они позвонили сразу. Я даже не успел, сейчас должны ключи привезти. И откроют офис, и они должны проводить якобы обыск и изъятие документов. Спасибо большое. Давайте тогда подождем вашего адвоката. А куда они? Вот они. Приехали представители военной прокуратуры, чтобы провести обыск в здании Автомашэнерго. Это частная компания Сейитбека Атамбаева, сына Алмазбека Атамбаева. Мы находимся сейчас на головном офисе, здесь Автомашэнерго, и дожидаемся адвоката.
Из представителей партии СДПК здесь только Темирлан Султанбеков. В ближайшее время должен подойти адвокат, и вместе с адвокатом они пройдут в бухгалтерию, видимо, там будут изымать какие-то документы финансовые. Какое отношение к этому имеет сын Атамбаева к уголовному делу, возбужденное в отношении его отца, не совсем понятно. Потому что, насколько нам известно, эта компания начала работать задолго до того, как Атамбаев стал президентом страны. Сейчас ключи принесешь. Ага. Сейчас ключи принесу. Угу. Алло, Азамат, адвокат пришел, неси ключи, сейчас будем это. Приехал адвокат сына экс-президента. Ага. Наш адвокат. Ага. Это гаишники что хотят? Остановить там. По трассе, да, работать водителями. Это ГАИ, получается. Военные, они не имеют права, если даже по этой статье заниматься расследованием. Заказ. Баке, что вы можете по этому делу сказать? По этому делу, что я могу сказать? Там руководство со стороны, скажем, допустим, президент, хотят добиться незаконным путем, там, путем дачи указаний незаконных приказов в отношении экс-президента, его близких, родных семей, явное, наглое, беззаконное преследование идет незаконно. Сейчас вот уже... Открывает ключи. Представители военной прокуратуры. Ассаламу алейкум. Қандай сән? Дверь закройте, и следственное действие будет проходить. Почему меня толкаете? Не надо. Так что оно как Следственное действие сейчас здесь будет. И мне регламент, а я буду участвовать. Журналисттер кіргізбейсіңдер ғой. Следственное действие жүреді, ол будет. Не, хотя бы мы внутрь заходим, дверь открыть. Қашып тұрсыңыз? Следственное действие проводится. Мы как... Сейчас, видимо, здесь закроют. Ну, как вы видели, они не предоставили ни один документ, что они имеют право проводить следственные действия. То есть они прибыли, но санкционирующих документов не показали. То есть они не предоставили свои даже удостоверения личности, кто они. Значит, мы можем проходить, да, если они... Вообще-то да. Вообще-то да. Ну, Они пусть не сначала покажет. Пойдем. на следственные действия. Пойдем, зайдем, да? Заходить. Проходите. Видимо, они на второй этаж пошли, да? Нет. Сотрудник военной прокуратуры в грубой форме оттолкнул журналистов и не пустил в здание. Двери они закрыли изнутри. Двери они закрыли. Здесь уборная. Для тех, кто только присоединился к нашему прямому эфиру, мы сообщаем, что мы находимся на территории предприятия «Автомашэнерго». Это предприятие сына экс-президента Алмазбека Атамбаева.
Буквально несколько минут назад в это здание вошли люди, которые назывались сотрудниками военной прокуратуры. Они сейчас будут проводить в здании обыск и следственные мероприятия какие-то непонятные. А журналистов в здание они не пропустили. Сейчас попробуем увидеть что-нибудь, замочную скважину. Вот вы можете наблюдать, что там. Сейчас не совсем понятно, что там происходит. Ну, единственный выход, вот такая щелочка, замочная скважина. Будем смотреть там оттуда, что здесь происходит. Один из них осуществляет видеосъемку, по всей видимости, потому что он как-то прошел так, как будто он держал в руках камеру. Сейчас ничего, по всей видимости, не происходит. Они сейчас даже пытались не пропустить адвоката Сейитбека Атамбаева. Давайте попробуем подойти с противоположной стороны, попробуем разглядеть что-нибудь в окно. Я не уверен, что из этого что-то выйдет, но попытка не пытка. Окна грязные и не совсем понятно, что там происходит. Двери закрыты. Мы находимся в здании на территории предприятия Кыргызавтомаш-Энерго. Это предприятие сына Алмазбека Атамбаева, Сейитбека. Только что в это здание вошли представители военной прокуратуры. Люди без опознавательных знаков, удостоверений или каких-либо ордеров они не показали, но они назвали себя сотрудниками военной прокуратуры. Уголовное дело возбуждено в отношении Алмазбека Атамбаева, но почему-то кошмарят бизнес его сына. Это не может не вызывать удивления, потому что вот эта компания, насколько нам известно, начала работать задолго до того, как Алмазбек Атамбаев стал президентом. Двери закрыты, они закрылись изнутри, сейчас никого не пропускают. Журналистов телеканала «Апрель» они в грубой форме оттолкнули и сказали, что во время следственных действий присутствие журналистов запрещается. Давайте опять смотреть в замочную скважину, подглядывать. Другого выхода у нас нет, потому что не ограничивает доступ журналистов к информации. В замочную скважину вы можете наблюдать людей, которые что-то пишут, подписывают какие-то бумаги, оформляют какие-то документы. Там с противоположного окна льется свет, поэтому я постараюсь вот так снимать под углом, чтобы было что-нибудь понятно, что при этом происходит. Здесь на территории предприятия из политических деятелей находится только Темирлан Султанбеков, член политсовета партии СДПК. И, пожалуй, все. Давайте тогда поговорим с Темирланом. Куда Темирлан ушел? На улице Темирлан? Да. Ага. Автомаш-Энерго находится буквально в нескольких сотнях метров от медиафорума, офиса Алмазбека Атамбаева. Кстати, этот офис тоже арестован. Вот. Siz demes peki. Как я уже сказал,
Автомашэнерго находится буквально в нескольких сотнях метров от медиафорума. Это офис Алмазбека Атамбаева и офис телеканала «Апрель» и других компаний. Какое отношение имеет сын Алмазбека Атамбаева к уголовному делу, возбужденному в отношении экс-президента, не совсем понятно, потому что Автомашэнерго начала работать задолго до президентства Атамбаева. И зачем его, эту компанию, опечатывать, проводить какие-то обыски, тем более сотрудниками военной прокуратуры, тоже не совсем понятно. Тимирлан, скажите, пожалуйста, с чем вы вот это все связываете? Как вы думаете? Ну, только что вот было выпущено официальное обращение Сейдбека Атамбаева к бизнес-омбудсмену Кыргызской Республики Роберту Ордсмиту относительно той ситуации, которая сегодня происходит в отношении него самого. И сам он в своем обращении связывает это с своей деятельностью по защите прав самих граждан, которые получили тяжелые увечья 7-8 августа. Это была юрист Автомашэнерго Салия. Сейчас Да. заснимем. Если можете постучаться, они откроют, должны. Это юрист Автомашэнерго, да? Там проходят следственные действия, оформляют какие-то документы. Можете пока не закрывать, пока не подойдут. Настаивает просто. Настаивает? Пусть настаивает. Пусть они пока документы покажут. Вы здесь работаете, да? Да, непосредственно. Ну, скажите, что я применил силу тогда в отношении вас. Только заявление не пишите. Ничего делать, открывать, закрывать. Молчать, значит, молчание, значит, знак согласия. Сейчас юрист компании зашел. Да. Я напомню, что вот за этой дверью идут так называемые следственные мероприятия. Приехали двое сотрудников военной прокуратуры. По крайней мере, они так назывались, потому что служебных удостоверений или каких-либо ордеров они не показали при входе в здание. Вот только что подошла юрист Автомашэнерго. Это что за чей кабинет это? Юриста или бухгалтерия или что? Это бухгалтерия. Вот за этой дверью находится бухгалтерия Автомашэнерго. Компания специализируется на продаже электроэнергии. Я отойду, я не буду мешать своему оператору. Для тех, кто только включил телеканал «Апрель», прямой эфир, мы находимся в здании Автомашэнерго, это предприятие сына Алмазбека Атамбаева. Напишите, пожалуйста, ему. Сейчас он вам объяснит. Хорошо? Тимирлан, вы знаете, сколько, вы, наверное, много разговаривали с Сейдбеком, сколько лет эта компания работает, имеет ли отношение непосредственно к Атамбаеву? Компания работает со времен советских времен, но принадлежит Сейдбеку Атамбаеву непосредственно с 2003 года. Компания занимается перераспределением электроэнергии домам и нежилым комплексам, а только таким крупным предприятиям, то есть заводам, фабрикам и так далее, потому что мощностей, которые вырабатывают СОС, недостаточно для этого. Компания осуществляет свою деятельность с 2003 года. То есть президентство Атамбаева или каким-то образом мог ли Атамбаев как-то повлиять на расцвет этой компании или так далее? Вот как вы думаете? Нет, конечно нет. Если компания действует с 2003 года.
Наоборот, то есть последние годы количество налогообложения только растет. То есть за последнее время только компания выплатила налогов в сумме 25 миллионов сомов. Кроме этого, вы знаете, каждый день вот на Тазабеке, да, в Киприсе выходят десятки данных о том, как те или иные депутаты в любом случае скрывают свои бизнесы и не платят налоги. А здесь компания небольшая, всего 20 человек работает, но выплаты налогов составили за последнее время 25 миллионов. То есть по миллиону на каждого сотрудника получается? По миллиону на каждого сотрудника. Спасибо большое. Вот. Подсними. Ну, в принципе, можете дверь закрыть и вон ту дверь открыть, чтобы имитацию посмотрели. Дверь они предусмотрительно закрыли. Я не знаю, сколько это будет длиться. Вот это оформление документов, выемка и так далее и тому подобное. Все индивидуально, потому что где-то, например, апрель они опечатывали буквально часа полтора-два. Как будет в этом случае, я не знаю. Апрель, в смысле, все здание форума и так далее. Вот так называемые следственные действия проходят вот за этими окнами. Окна они закрыли, ничего разглядеть снаружи не получится. Такие дела здесь творятся. Здесь тоже окна закрыты. Сторонники Алмазбека Атамбаева связывают вот эти все события, естественно, с политикой, потому что явных поводов, каких-либо нарушений закона компания не допускала, и военные вообще, входит ли это в компетенцию военной прокуратуры, скорее всего, нет. Вот. Мы, пожалуй, сделаем небольшой перерыв, потому что ничего такого экстраординарного сейчас уже не происходит, потому что они уже внутри, они закрылись, и ничего разглядеть невозможно, двери они закрывают, поэтому нам придется сделать небольшой перерыв, дождемся окончания вот этих следственных действий, мы обязательно возобновим эфир. Оставайтесь с нами.